Так, ну что, начнем? Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую вас, братья и сестры, наши друзья. И начнем эфир сегодня. Есть пару тем, есть что сказать. Как всегда, у нас эти темы есть о чем поговорить. Сначала пройдусь по вопросам. Вот эти нарушения, да, ложь, как мне надоели эти нарушения на самом-то деле, надоели. Исааку, аминь, Аллах, аминь. К сожалению, многие предали нашу идею, наш народ, религию, перешли на сторону врага, строят из себя героев, делают громкие заявления, став рядом с врагами. Ва алейкум ассалам, Таджикистан. Далвези, Сюлик Масерова. Ва алейкум ассалам. Саид Саидов, Страсбург, да. Ва алейкум ассалам. Дудаевцы. Идея жива как никогда и будет жива, что бы они там ни говорили, как бы они ее не очерняли, эту идею. Эта идея была идея свободных людей, а не навязанная, как сейчас я про этих чудиков говорю. Не кремлевская идея была, а была чисто наша, чеченская. Я про идею Ичкерии. Ва алейкум салам. Наставление ученых. Ва алейкум салам. Ситуация в Чеченской республике накаляется. Как думаешь, их конец близок? Они уже ва-банк идут. Ну, там уже истерия пошла. Они в панике, они в шоке, не знают, что делать. Вот, и мы по последним событиям можем так говорить, что да, действительно, это почти агония. Почти. Гульнара Митаева, добрый вечер. Ва алейкум салам, Женева. Кстати, инаугурация на Бароновке нет. Инаугурация была в Черноречье, в Грозном, в 1997 году. Майн, Роза. О чем эфир? Вижу на фото чудика, о чем речь будет. Ну, про них тоже будет. Про них тоже будет. Василий Долгтрев в красной кепке Иудов, да, он самый, который сдал своих братьев по оружию, а потом сам лично пошел убивать их. Вот. Герой России.
Гера Самедова, алейкум салам, брат. Очень приятно. Спасибо за ваши слова. Героев у нас всегда хватало. Их много у нас. В Азербайджане, в Ичкерии. Везде у всех народов есть свои герои. Спасибо. Muhammad Technology Innovation Кадыров сказал, что если Путин и он уйдут, то Чечня все равно останется в составе России. Он сам в это верит. Но когда он говорит, я вот буквально недавно видео делал, там говорил, что этот человек патологический лжец. То есть он говорит и верит в то, что сам говорит, но врет он. Врет и верит в это. Так что не будет Путина, не будет этого режима. Чеченцы по-любому переживут этот режим, другой режим. И я верю в то, что после всего, что они натворили, и всего, что они делают сегодня с нашим народом, мы будем свободными. Жаль, что нам попался такой враг, такой сосед. Сосед — это наша беда, конечно, это наша проблема, что у нас такой неадекватный сосед. Аноним, понял. Ты пишешь после инаугурации. Мира 2000. Сзади фон каким смешным вышел. Чудик с шапкой, грибом на башке. Ну, какой фон сделал мой дизайнер, тот и поставил. У меня времени тоже не было выбирать. Понравился, посмеялся, поставил. Лорд Иуда, валикум салам, ты считаешь Кадырова мусульманином? Ну, Аллах знает лучше. Но все, что перечислял его отец, все вот признаки лицемера в нем есть. Когда человек врет, когда не держит свое слово обещанное, когда встает рядом с врагом, с тем, кто убивал твой народ. Ну, это все признаки лицемера, мунафика. А дальше Аллах решит, кто он, и перед Аллахом ответит. Вася Васильев, так, добрый вечер. Я сам россиянин, мне вот интересно, какой процент чеченцев против нынешней власти? Я с уверенностью скажу, что ну, скажем, 90 пускай будет, или 80, без разницы. Ну, большинство чеченцев против этого режима. Может, кто-то ошибался, может, раньше думали, что это как-то принесет что-то, наконец-то, спокойствие, но люди видят, что они стали хуже врага. Имеется в виду российских оккупантов. И именно с их приходом начались вот эти публичные унижения, истязания своего народа. Вот. Такого у нас никогда не было в чеченской истории. Иса Мусаев. Умерла мама великого чеченского воина Шамиля Басаева 2 дня назад. Дал геч дойльцун, дал дейха люэль Шамильнан. Дал дейха люэль Шамиль. Хэдзесун, да, я слышал.
Пусть Аллах помилует ее и тех, которые ушли, всех наших братьев и сестер. Dalgie stolz un dalde aljöle Facebook чва язин гирсони. Валикум салам Гагик Магомедов. Сергей Одаг, валикум салам. Так, в чем же заключается ваше противостояние? Эти кафыровцы, предатели, всем уже понятно. А вы же достойные сыны Кавказа, хотя нет Ичкерии. В чем заключается ваше противостояние? Потому что мы есть сегодня, есть и всеми способами дозволенными мы противостоим. Это и есть противостояние. То есть мы не смирились, мы говорим, мы готовы говорить, и никто не заставит нас как бы остановиться. Мы переживем их. Пускай не будет меня, пускай не будет другого, но люди ждут. Люди ждут. Это и есть противостояние. И именно я подчеркну, что именно вот это информационное противостояние сегодня, оно четко бьет в цель этих этого врага и этих марионеток. Варяг, добрый вечер. Сибирь. Мира, далды калбойль турпалхойнаной. Амин, яла, амин, далды калбойльш. Евроминималист Саакашвили задержали в Грузии. Что думаешь по этому поводу? Ну да, я читал сегодня на Фейсбуке и в новостях. Ну, скажу коротко, я надеюсь, что... Я знаю, общался со многими грузинами. У меня есть связь с нашими братьями. Вот. И я знаю, что люди ждут его. Люди хотят стабильности в Грузии. И надеюсь, что они ее обретут. Так, вы, как всегда, быстро пишете, поэтому я пойду чуть быстрее. Давид Голдберг. Почему у Кадырова дефективная дикция? Я несколько раз прослушиваю его, чтобы разобраться в членоразделительное мычание. Давид, если честно, я-то знаю его давно. Несколько раз видел. И я коротко так скажу, что он абсолютно не изменился в своей речи, в своем поведении. Гроссфин. Интересные вопросы задаешь. Брат, как думаешь, почему Кадыров не наказывает Хамбиева? Он же говорил, что Кадыров и так далее. Ну, понятно. Это же хуже, чем сказал Закаев.
пока нужен такой, понимаешь? Для таких людей нужны именно вот такие люди, чтобы поставить рядом или позвонить, сказать: слушай, сделай такое заявление, скажи вот такое и такое. А тот сразу побежит и выступит так, как скажет его хозяин Хамбиева. Вот поэтому он ему нужен. И все прощает. Но если было бы что-то мужское, то я не знаю, я б, к примеру, я б сам лично не подпустил бы к себе такого человека, который когда-то вот так высказывался в твой адрес. Валикум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мира, если честно, я много раз видел такие вопросы, и, ну, прямо скажу, я бы не хотел бы отвечать на такие вопросы. Я очень извиняюсь. Маршоя ожила. Анзор, ты знал Фатхи? Ну, так лично, чтобы знать, вот, ну, несколько раз, можно сказать, видел. Это было во время войны, вот так. Во время Первой войны. Чечен Таймс. Валикум салам, брат. Ты можешь, наконец, сказать, кого из известных наших политиков, активистов и блогеров ты поддерживаешь? В последнее время я вижу, что меня куда-то хотят впутать. Даже говорят, что я якобы с этим, с другим и так далее. Насчет поддержки, у меня много, можно сказать, недовольства в этом плане, потому что ведется неправильная работа. И, конечно, я сейчас на публику в прямом эфире или так, сделав видео, я говорить этого не буду. Это то, что на руку этим марионеткам и нашему врагу, то есть России, Кремлю. Но я вижу, что некоторые пытаются впутать меня в разные истории, сделать какие-то хайпы. Стараюсь, держусь подальше от таких. Держусь подальше. Я раньше делал призывы всех там блогеров, активистов. И кто откликнулся или хочет, я вижу таких людей. Знаете, когда ты человека видишь, как он разговаривает или что он говорит, его поведение, то можно заметить искренность. Искренне человек потянется к тебе, потянется. И потянется, когда тебе тяжело, в трудный момент. Вот таким людям можно верить. А не будет сидеть там где-то вдали, на что-то намекать, пытаться впутать тебя во что-то, в какую-то провокацию. Вот. То есть это вопрос не для обсуждения в прямом эфире. Я пытаюсь как бы не давать какой-либо пищи этим пропагандистам.
Ингушетия. Канал Telegram у меня есть, но он как бы не развит. Но думаю, как-то, наверное, подойду к этому вопросу. Вот. И уже открыто начнем работу там. Столбяк Эдди, задайте вопрос Кадырову, почему русские все еще не выводят войска из Чечни, когда кадыровцев десятки тысяч, и по вашим слухам вы можете разгонять 1500 муджахидов 2 солдатами. Это всего лишь сказки. Человек говорит и лжет, и верит в то, что говорит. То есть он лжец. Никто от него не бегал, не убегал. Его даже никто и особо и не знал. Не знал. Заза, Гамарджоба. Рад вас видеть. Ну вот именно. Тут вопрос по Закаеву или вопрос, или ты написал, я просто не понял насчет Закаева. Я не понял. Ингушетия, Анзор, в любом случае, по возможности, под видео опубликую ссылку на тот канал Telegram, чтобы мы знали, какой канал твой. Ну вот именно, да, правильно, то кто-то может какой-то канал открыть и от нашего имени там писать, говорить. Ну, я обязательно выставлю ссылки. То есть я выставил ссылки на Facebook и на Instagram, по которым можно связаться со мной. Мансур Нохчо. Так, Анзор, у меня есть предложение. Зачем не игнорировать этих манкуртов и при любом случае открытии ими рта, обращать все внимание на ихнего хозяина Путина. Знаешь, Мансур, когда я начинал работу с этим каналом, то, можно сказать, у меня были такие основные идеи работать в этом направлении. То есть говорить правду, то, что делали веками с чеченским народом. Как оккупировали нашу землю, как убивали нас, как навязывали войны, депортировали нас. Но это не понравилось этим манкуртам, и они хорошенько поработали над этим, чтобы меня оттянуть от этого дела, от этой цели. Видите, как они работают? И начали такую работу, провоцируя меня, там,
выкрикивая разные там изречения делать, оскорбления. Ну, я это все прекрасно видел, но, знаешь, Мансур, мы эту проблему сегодня не можем игнорировать. И те люди, которые говорят, что вот, не надо обращать на них внимание, они никто, они там халуи и так далее, это всего лишь марионетки. Нет, это наша проблема сегодняшняя. Эта проблема, этот режим, навязанный Кремлем, Путиным, он гнобит народ, он давит на народ. Это они убивают простых людей для галочки даже. Это они захватывают заложники родственников, давят на них. Вот. То есть делают работу за Путина. За Путина. И за это они получают огромные деньги. Так что это наша проблема, которую мы не можем игнорировать. И те люди, которые сегодня говорят, вот серьезно, которые вот так говорят, что не надо там обращать на них внимание, но они, значит, не понимают, в чем дело, и вообще не понимают этой ситуации. Нужно хорошенько ударить, иногда в эту сторону тоже бить, не только там по оккупантам, по Кремлю, по Путину. Ум за разум. Анзор, всю документацию, что у тебя осталось, обязательно скопируй и раздай нескольким надежным хранителям. Я даже как-то думал, после всех угроз, которые поступали в мой адрес, в адрес моих родственников, я это как-то не трубил, последний особо не трубил, что в мой адрес поступают угрозы и так далее. Вот. Но это реальные угрозы. Но я начал задумываться, нет, все-таки надо такой шаг сделать. Если что-то даже со мной будет, я слышал, они там что-то задумывают, я это прямо скажу, то останутся люди, которые будут работать с этими материалами уже в открытую, не жалея. Я это там кое-как сдерживаю себя. Анзор, режим обвиняет тебя, что ты не общаешься с бывшими соратниками Аслана Масхадова, рахимуллах, в Европе. Это является правдой? Поясни, пожалуйста, этот момент. Да, интересный момент, когда вот эти халуи как бы стараясь прикрыть свое предательство, пытается обвинить меня в этом, другом, что только они не придумывают. Ну и даже и этот момент, что я якобы не встречаюсь, не общаюсь с теми людьми, которые были рядом с моим отцом. Нет, я могу свободно пойти к любому человеку, который был на войне рядом с моим отцом, например, который работал с моим отцом. У меня есть связь с ними, есть телефонная, я даже с ними встречаюсь. И то, что они там говорят, вот даже вот слово даю, это неправда. Это неправда, это просто оговорки. Оговорки. Встречаюсь, разговариваю, общаюсь, узнаю мнение, советуюсь.
Почему молчат так? Ум за разум. Почему молчат Удугов и компания? Я не знаю. Я сам этим недоволен. Недоволен. Было бы, конечно, хорошо, раз уж когда начиналось, когда человек делал громкие заявления, то и показывал себя тоже. Имеется в виду, проявлял бы активность. Чечен Таймс, я задал этот вопрос, чтобы узнать его мнение. Я все еще там, я иду вниз. Пока точно не знаю, о чем ты. Ум за разум. Правильно говоришь, если хозяин не хочет сдерживать своих собак, а наоборот натравливает, то собак тоже бить нужно. Ну, как сказать, бить, отгонять, можно сказать. Отгонять. Было бы кого бить. Альтаир Карагандинский. Ты как-то хорошую мысль написал раньше. Мысль про помощь. Ну, было бы хорошо как-то связаться. Я все еще помню. Но было бы интересно пообщаться. Валейкум салам ва баракату. Вот, Чечен Таймс. Анзор, может, не нужно обострять внимание на кремлевских марионеток и больше времени уделять против их хозяина. Я уже высказался по этому вопросу. CDROML. Валейкум салам. Анзор, есть ли угрозы со стороны кадыровцев? Есть. Реальные, невыдуманные, которые сейчас там пиарят. И я просто не хотел бы об этом говорить. Но я этого не боюсь. Боюсь. Угу. Василий Долгстрев, кстати, очень хорошо, что ты напомнил. Анзор, что там Ханбиева 3 сентября ждешь? Я Кадырову дал время, неделю времени, чтобы он приехал сюда сам лично и говорил те вещи, которые он раньше высказывал в мой адрес. Или моего отца, мой адрес, в адрес моей семьи, матери. Вот. И дал время, что если мужчина, приедь и давай поговорим. Вот тебе неделя времени. А не так, окружив себя там квадратными физиономиями с оружием в руках, встав за их спинами и выкрикивать такие мерзкие речи. Это не мужество. И Ханбиеву тоже сказал. Я сейчас к Ханбиеву подойду. Я обязательно выскажусь в его адрес. Мне очень не понравилось его поведение. Вот. И в связи с этим мне пришлось сказать ему тоже то же самое. Но я дал ему 3 дня, потому что я учитывал, что ладно, Ханбиев более спортивный человек, насколько я знаю, а тот как мешок, поэтому долго идти будет, поэтому я ему давал неделю. Посмотрим. Арнольд Газарян.
Ты веришь в Ичкерию и не сомневался? Верю, конечно, верю. Насчет Мусы Дудаева что ли? Франц Кюнахаль, ты спрашиваешь, Анзор, что ты знаешь о смерти Мусы Дудаева? Ну, я подробностей не знаю, поэтому я не могу сказать. Мисс Инглиш, Анзор Бюстехал, Хулил, Деврис, Масирах. Опять же, не хотелось бы говорить про это. Жахар Дудаев, Анзор, будь внимателен и осторожен всегда. Брат Джахар, вот клянусь Аллахом, все нормально, все хорошо, все будет хорошо, иншаллах. Если бы я боялся бы этих угроз или боялся бы этих, не хочу называть, ну вы поняли, о ком я, то я не занимался бы этим вопросом. Машу я ожила. Анзор, почему Мага так боялся Басаева? И как Мага оказался начальником штаба Ичкерии? Ну, тот Мага, ты про Хамбиева, да? Он там, сейчас ему легко говорить такие вещи в адрес тех людей, которых нет в живых. Ну, скажем, про Басаева. Что он ему говорил, там, мог оскорбить, и Басаев уходил, и ничего ему как бы не говорил, то есть не смел как бы. Это некрасивые высказывания. Нельзя такое говорить в адрес того человека, которого нет в живых. Нельзя оскорблять. Вот. Он этим его не принизит, как бы. Он сам унижает себя такими высказываниями. Я такого не помню. Я знал Басаева с 94 года, так же, как и Ханбиева, тоже с 94 года. И ничего подобного я не слышал. Да, там какие-то стычки были, но чтобы так оскорблять, это я что-то не припомню. Не припомню. Ну и он не был его начальником штаба. Мага Ханбиев был командиром Национальной гвардии. Я как раз выкладывал это видео, здесь это видео есть на этом канале, где он говорит, что он не министр обороны, а начальник, командир Национальной гвардии. На этот вопрос я отвечаю. Али Домбаев, Ачхуэр Онхуэш Хуэдара, брат. Али, ассаламу алейкум, Эдер, салам ашалду, Ачхуэр Онхуэшка. Вы должны куда мула, Аллах резкую. Василий Долгтрев насчет угроз, то только не открывай. Я в эти угрозы не верю. Я где-то даже писал
Не верю я в это. Просто так коротко скажу. Все это наиграно, все это раздуто, подхвачено разными СМИ, разными людьми. У меня по этому поводу есть свое мнение. Я, конечно, не хочу на публику сейчас это говорить. Вот. Но ты понял, о чем речь. Я в это сам не верю. Альтаир Карагандинский. Хорошо, я понял. Ларисхаю. Иншаллах. Ум за разум. Анзор может Удугов и Ко молчать из-за того, что супер тайный план реализовывает, ведь не могли же они сложить мечи, может, они не могут действовать. Душа бальзама просит. Ну, я то, что знаю, я раньше не добавил, но добавлю сейчас. Я знаю, что он так же, как и раньше, ведет свой сайт, информационный сайт Кавказ-центр. А так на публику я не видел, я его давно не слышал. Так, из Дагестана. Валейкум салам, брат. Будь мудрее, Ник. Спасибо, брат. Майн Роза, ответь, был ли ты знаком с Кадыровым до 99-го года? Мы виделись. Я его не видел во время Первой войны. Начал его замечать уже под конец, когда шли переговоры в Атагах. Вот. И, скажем, с 96-го года я его знаю. А то, что помню, если так спросить, что я помню, я его помню лишь один момент. Валлахи, сейчас я просто попытаюсь не ошибиться, но это был где-то 98-й год. 98-й год, он ко мне подошел, у него был пистолет Чизетта. То это будет сейчас странно, наверное, потому что, оказывается, он у всех патроны просил, у меня тоже эти патроны просил. Вот этот момент помню. Больше ничего абсолютно не помню. Я знаю, что там его там гоняли, затылок давали. Ахмад Абдарханов или Асталхадов, они это люди, которые были охранниками моего отца. Абу Хаус. Брат, правда, что ты получил ранение, когда была война в Чечне? Я участвовал во время Первой российско-чеченской войны, но такого ранения не было. Где-то я видел, что писали, но это неправда. Ну, если так вспомнить, единственный один момент, когда мой знакомый, мой друг, нечаянно выстрелил из автомата рядом со мной, и эти пули в ноги попали. Такой момент был. А так во время войны нет.
Божья сила насчет призывов. Сейчас я видел якобы, почему, когда Ахмад Кадыров призывал людей на джихад против России, почему Масхадов его не остановил. Ну, в то время не Масхадов должен был его останавливать. Это первое. И это был первый человек, который в действительности объявил джихад против России. Потому что бывший наш муфтий Алсабеков, он уехал в Казахстан, чтобы не объявить джихад России. И джихад России объявил Ахмад Кадыров. Вот. А потом стал рядом с Путиным. Но Чечу Анзор после освобождения нашего государства сменит название с Ичкерии на Чечению. Ну вот, мое личное мнение, я бы не хотел бы. Знаете почему? Потому что именно Ичкерия сопротивлялась, и с Ичкерии приходилось России подписывать документы, то есть договора, все эти мирные договора, соглашения. И поэтому я сторонник того, чтобы ничего не изменялось. Было оставлено это флаг и само название. Не надо ничего менять. Не надо. Валейкум салам, Малачкала. Майна Роза, еще вопрос. Скажи, пожалуйста, свое мнение. Как считаешь, велики ли шансы, что в ближайшие 10 лет Чечня вернется чеченцам? Или уже все нереально? Ведь нет уже предводителей. Всему свое время, мы верим, поэтому люди, которые сегодня работают, именно работают для этого, чтобы все вернуть, чтобы все вернулось, чтобы люди были свободными. И мы обязательно переживем этот режим, кремлевский режим. С ним же уйдут в историю их марионетки, позорную историю. Конечно, верим. Абу Хавс, брат, еще вопрос. У тебя есть на примете кто-нибудь из нас, кто смог бы возглавить Чечню сейчас? Ну, не я должен об этом говорить. Об этом должны говорить люди, то есть народ. Народ должен об этом говорить. Валейкум салам, Ханиф Умаров, Аллах рейсвил, массу был что делал. Если я что-то пропущу, я извиняюсь. Насчет названия Ичкерии, ну, вы помните даже один момент, когда Ельцин вообще не хотел, и вообще российские политики, генералы не хотели произносить этого слова Ичкерия. Вот. Даже поэтому не стоит менять это название. Не стоит. И если мы, и когда наступит тот день,
когда мы будем возвращаться к тем подписанным документам, договорам, соглашениям, то мы должны будем упоминать это название Чеченская Республика Ичкерия. Но в остальном я сторонник того, чтобы народу что-то не навязывали, а чтобы народ сам выбирал, то есть отдавать выбор народу, чтобы народ выбирал, что им хотелось бы, что им нужно. Муавия Магомедов. Валикум салам, брат. Сколько лет я в Европе нахожусь? Ну, лет 14-15, примерно так. Сейчас, секунду. Сармак Инферис. Валикум салам, брат. Насчет Ахмеда Баснукаева, вот, фамилию помню, вот, именно про кого, вот, я не могу вспомнить. Валикум салам. Ум за разум. Анзор со своей трибуны напомнил о бедственном положении нашего народа в начале 60-х годов, о неслыханной безбожной пропаганде садика. Но это не помешало уже через каких-то 30 лет поставить их. Но так оно и было. В те года, вот 60-е, 70-е, там, после того, как мы вернулись с Казахстана, Средней Азии, наш народ вернулся после насильственного выселения, вот была эта безбожная пропаганда. И вы помните, мы все помним по рассказам наших стариков, что даже нельзя было молиться, строить мечети, даже разговаривать на своем родном языке. Но мы оставили эту империю, эту страну, Советский Союз. Он ушел в историю. Ну, так оно и было. А сегодняшнее положение, да, действительно бедственное. Я думаю и даже считаю, что даже хуже стало время, хуже. Вы сами видите, как они стараются изменить нашу историю. Враги становятся героями, герои становятся врагами, судя по их истории, которую они навязывают нашему народу, молодежи. Вот. То есть у них получается, что Путин, его команда, его там генералы приходили на чеченскую землю, чтобы спасти чеченский народ, убив сотни тысяч людей. Это все уйдет в историю, иншаллах. Ханиф Умаров, валикум салам, Аллах резкую. Масва булыш, Аллах дейкала, иншаллах, ялс меня хербу. Нис наука бір, нис наука дабона буш. Аллах газут қобыл дөлсе масвера. Так, свобода. Валикум салам. Анзор хамби шада конца хаден уля шачак вэлла бохар бак. Версимата дельчи мегхон.
Dikırdı. Aleyküm selam Savaş. Эльдо, так, Бауэля, Версимата, что жоптала. Тут наш брат спрашивает, что якобы, что Хамбиев говорил, что он сам, Хамбиев Магомед, был с моим отцом до конца. Нет, это неправда. Во время Второй российско-чеченской войны Хамбиев особо не светился в этих стычках, в войне, старался быть в стороне. И потом уже выяснилось, это сейчас уже конкретно видно даже слепому, почему он вот, действовал именно так. Он не воевал во время Второй войны, не воевал. И кое-как был на связи с моим отцом, со Славным Асхадовым, и все его речи, якобы, он чуть ли не на своей спине носил Масхадова, это все чушь, это выдумки, это неправда. Только мерзавец может вот так врать, когда как будто бы не осталось никого, кто мог бы сказать правду. Остались, есть люди. К примеру, 2002 год. Почему Хамбиева Магомеда не было на том всеобщем совещании, где встретились все командиры? Это было лето 2002 года. Шура Яросвайна. Не был он до конца. И то, что я хотел сказать, он до конца держал связь с Кадыровым и искал какого-то удобного момента, чтобы переметнуться на ту сторону, но ему как бы не было удобно это делать перед Масхадовым. Не было удобно. И придумав такой сценарий, якобы у него захватили родственников, и поэтому ему пришлось уйти на ту сторону, то есть к русским, кадыровцам. Он пошел на этот шаг. А сейчас вот так вот бессовестно врет, что он сам пошел. Он сам пошел. Я имею в виду, как он врал раньше и как он сейчас это говорит. Ну да, действительно. По договоренности все было с Кадыровым. Бессовестно. Нохчичуэ. Так, ты к Турпалу обращаешься, да? Без сомнения, Ичкерия это очень сложно, но здесь будет путаница. Франция, французы, англичане, Англия, англичане, Италия, итальянцы, а Чечения это чеченцы, а вот Чечня это русский вариант. Ну, я бы не хотел бы менять название. То есть я высказал свое мнение. Секунду.
Мурат Исрапилов, Анзора, вот если борьба закончится в пользу Ичкерии, она станет отдельным государством, то как ты видишь объединение общества? Ведь кадыровцев много, у них много кровников. Как их в итоге объединить? Так, после всего, что произошло, и после всего, что они сделали, стали рядом с врагом, как они истязали свой народ, чеченский народ, то здесь уже должны разбираться правоохранительные органы. Вот, я не призываю к крови, там, к убийствам, кровной мести и так далее. То есть суд будет разбираться с этими людьми. Вопрос объединения, это, если так спросить у меня, то это самый легкий вопрос должен был бы быть. Потому что нам Аллах это говорит: объединяйтесь и держитесь вместе. И когда мы все возьмем в свои руки, когда народ все возьмет в свои руки, народ может многое. Не те личности, которые как-то громко что-то заявляют или говорят. Нет, они просто обычные люди. Сила в народе. Как когда-то говорил Джохар Дудаев, наш первый президент. Вот именно поддержка народа в этом нужна для объединения. И сегодняшнего объединения будет хорошо, если сами люди сегодня призовут этих политических личностей, которые живут в разных странах, например, чтобы они встретились, чтобы народ призвал их. Ну, наконец, сядьте и встретитесь, надоело уже. 20 лет вы не можете договориться о чем-то и быть одним целым, назло врагу, назло этим марионеткам. Вот. Поэтому призывайте их, призывайте. Кавказ. Кто пришел? Сейчас посмотрим. Угу. Шарпудинов. Анзор, мы тебя уважаем, но вопрос... Я читал, ладно, скажу. Я видел в комментариях, и там многие просили у меня, чтобы я ответил на этот вопрос. Но ты сейчас пишешь: Анзор, мы тебя уважаем, но вопрос с Рубати остается открытым. Ты или давай ответку, или уже будь терпилой до конца. Я хочу сказать так, Шарпудинов, и призвать уже и остальных, чтобы мне этот вопрос больше не задавали. Ни в эфире, ни в комментариях. Я и раньше говорил, что я не люблю говорить про женщин в своих речах там, или в эфире. И сейчас не хочу, но я это скажу про другое скажу. Я ее знаю давно, ничего плохого в ее адрес говорить не буду, потому что вы лучше меня все знаете. Но я также видел то видео, которое было опубликовано ей, и также видел видео, где там Кадыров, Даудов и другие, Хамбиев, ссылаются на нее, якобы она высказала все, что надо было высказать Анзору. Вот такие вещи говорили. То есть они ссылались на нее, на эту женщину.
Ну, я, чтобы закрыть им рты, скажу другое. Вот. Ну, буквально недавно, я имени называть не буду, мне позвонил человек, который хорошо знаком с религией, изучал, мулла, шейх, вот, и попросил меня простить эту женщину за все ее высказывания. И я ему говорю, ну, слушай, вообще-то и звонить не надо было, у меня ни с кем вражды нет, у меня тем более нет вражды с женщинами. Я не такой человек, чтобы враждовать с женщинами и называть, и как-то даже высказываться в их адрес. Я не тот человек. И просто не надо было даже звонить, говорю, ну, чтобы замять эту тему сразу же. Ну, потом говорит, что будет хорошо, если вы поговорите и закроете этот вопрос. Я говорю, и даже разговаривать не надо. Считаю, что все закрыто. Я отдал все это в руки Аллаха, Аллах разберется. Я знаю, что неприятно слышать такое в твой адрес, когда что-то придумывает, когда пытается очернить твое имя, родственников и так далее. И говорю, можешь даже так передать мои слова. Но он пригласил ее в наш звонок, то есть конференц-звонок. Я выслушал ее и сразу же сказал тому мулле, что я ж тебе и раньше говорил, что не надо было даже и конференц-звонок делать. Я все в руки Аллаха отдал. Там уже Аллах решит, как и что делать. А Он решит справедливо. Ну, она сказала, что она извиняется, она плакала и просила прощения за все высказывания в мой адрес, в наш адрес. Со своей стороны я сказал, что да, это было неудобно, сдержался, ничего не говорю. И просто даже было неудобно, что этим был дан повод тем кадыровцам, чтобы они ссылались на тебя. Вот, ну, примерно такой разговор был. То есть у нас произошел такой разговор. Поэтому я хотел бы закрыть этот вопрос. Не надо больше ссылаться на это. Не надо это обсуждать. Я не хочу кого-то очернять, оскорблять не хочу. Все в руках Аллаха. Чтобы давать кому-то оценку, вы сами лучше прекрасно знаете, кто есть кто что говорит, кто что делает. Исам Мусаев, Анзор, считаешь ли возможным, что после деоккупации Ичкерия объявит нейтралитет? Нейтралитет от чего? На Кавказе, то есть, как бы, можешь разъяснить, о чем? Я сейчас скоро подойду к основным моментам, где я хотел бы конкретно высказаться туда, куда надо, по адресу. Поэтому я просто хотел пройтись до конца по комментариям, по вопросам. Шарпудинов, ну, надеюсь, что больше на это ссылаться не будут. И надеюсь, что больше таких высказываний не будут. Не надо вот как-то подыгрывать с этим. Я знаю, что люди провоцировали, хотели что-то жесткое от меня услышать.
в адрес этого человека. Нет, я не тот человек, которого можно на что-то спровоцировать. Зря старались. Опять 25. Телеканал Адат. Аферисты. Тут вопрос, то, что как бы кому-то не понравилось, что я сфотографировался с Казбеком Айтукаевым. Я имею право фотографироваться с кем-либо, со всеми вообще, с кем я хочу. Понимаете? И ни перед кем не должен отчитываться. Вот. И никто не вправе меня упрекать в чем-то. Пускай те люди, которые обвиняют меня, пытаются в чем-то обвинить, пускай начнут с себя. Пускай начнут с себя. Нет, зря ты это озвучил. Это больная теперь будет тема, больная тема. Подожди. Нет, Анзор, зря ты это озвучил. Теперь будет говорить, что ты придумал, короче, понял. Просто не буду, что новая тема будет. Нет, я наоборот призываю, чтобы боялись Аллаха. Вот, боялись Аллаха. Не надо так. Дейлах кирдизвай. Я. Анзор, ты слышал, как Арцуев оскорблял в своем ролике Тумсо? Мне очень не нравится, давай я тебе тоже раз уж зачитал. Мне очень не нравится, когда он обращается, например, к Тумсо, да? Когда он оскорбляет, когда вот... Например, если какой-то другой человек, если, например, Тумсо будет оскорблять другого человека, для меня нет разницы. Для меня нет разницы, кто кого оскорбляет. Не надо этого делать. Если у вас какие-то личные вопросы есть, пускай будет он или пускай будет другой, поедет и лично разрешит свой вопрос. Ну, хватит, надоело. Что вы тут вообще устроили? Сесть в разных странах и друг на друга что-то наговаривать, там придумывать, на этом хайп ловить. Это все некрасиво. И все эти высказывания, там, клички, мне это особенно не нравится. Особенно не нравится. Ну, я тоже видел, что меня тоже как-то провоцировали, хотели втянуть меня в это. Просто не повелся на это. Аслан, так, Сурия, Дудаевцы, Валлахи цага милуом, сум абсолютно войшамацы, милуом цага, сум бух, мичер давол верли, я хумацум дойшам, таван имер луас. Сам хиберша будет царбоишт, захин цехан не убойлаш будет. И сам Мусаев, нейтралитет вроде Швейцарии, было бы хорошо как-то в этом плане. Это надо долго идти к этому. Сегодня мы к этому не готовы, потому что мы знаем сегодняшнюю ситуацию. И, конечно, было бы хорошо, если бы мы были бы нейтральны как бы во всем. Я твою идею поддерживаю полностью.
Я Анзор Баркала, что зачитал и ответил на вопрос. Да, все друг друга топят. Арцуев считает, что только он достоин всех аплодисментов. Ну, я не знаю, что он считает, но то, что говорил, еще раз повторю, не надо кого-то оскорблять, кто бы то ни был. Не надо делать из всего этого какое-то посмешище. Не надо. Давай тем самым повод этим марионеткам тыкать пальцами, чтобы они говорили, вот, у них там даже единства нету между собой и так далее. Стане львишься Бог, сын хитрый Бог. Мансур Нохчу, я категорически против чеченизации российской агрессии против Чеченской республики Ичкерия. Ну, ты опять про это. Уже есть эта чеченизация, и она появилась руками Кадыровых. Именно их руками чеченцы начали убивать чеченцев. Чеченцы начали делать то, что они делают сегодня, вот, публично унижать перед Путиным, для Путина. Вот. То есть мы не можем это игнорировать. И должно быть жесткое сопротивление им, но больше к тем другим, откуда это все идет. Я сторонник этого. Анзор, будь очень осторожен кругом провокатора. Да, я знаю, я вижу. Я вижу. Чечен Таймс. Господи, храни Америку. Бая. YouTube Wanted 95. Почему Тумсони критикует Россию? Российский Кремль нас больше убивал. Ну, опять же говорю, мы не можем игнорировать сегодняшние проблемы. Вот, проблему с народом. Ну да, я призвал бы Тумсо тоже, чтобы он больше говорил бы, откуда все это идет, против российской политики, российских там генералов, там, которые убивали чеченский народ. Про них тоже надо говорить. Надо. Иса Мусая в Норвегии после Второй мировой войны была иллюстрация. Да, читал, была. Считаешь ли необходимой иллюстрацию в нашей стране после деоккупации? Я считаю, что после завершения всего, когда народ обретет свободу, то этот вопрос надо решить жестко. Жестко отдать суду, чтобы суд решал, чтобы народный суд решал судьбу этих людей, которые предали и религию, и чеченский народ, и которые измывались над чеченским народом. И не совершать ту ошибку, которая была совершена в 1996 году. Это не призыв к убийствам или крови, нет. Если человек заслужил наказание, дать ему столько срока, сколько надо, сколько он заслужил, к примеру.
Мансур Нохчу Анзор, вот именно, надо чаще говорить о кощунстве в руководстве России и реже о марионетках. Да, в основном надо по руководству России работать. Твоя я. О Тумсо можно разное говорить, но когда надо, он скажет свое слово. Арцуев даже слова не могут в поддержку тебя. Так, что я хотел сказать? Сейчас, секунду. Анвальд, валикум салам. Анзор дагдове, он алуалхану, цун охран, патча, вуэль. Читается ворк и эц. Дагдовсун, дагдов. Алибек Джан Мурзаев. Анзор, почему, когда убили нашего чеченца, вы с Тумсо ничего не сделали, а у вас есть мужество говорить про кадыровцев? А посмей ты. Посмей. Я не знаю, про которого чеченца, потому что чеченцев много убивали. Ты напомни про случай, я тебе скажу, говорил я или не говорил. Вот, я за себя в ответе. Так вот. Кавказ, Анзор, вопрос от подписчика. Нужно ли составить петицию о переименовании моста и других объектов с Ахмат Кадырова на другое название? Ну, вопрос от анонима. Да, это тоже хорошая идея. Нужно, я думаю, вместе, совместно работать с этой идеей, требовать и говорить, кто на самом деле был Кадыров по разным странам. Будь это Турция, я слышал, там что-то в Турции открыли, в другой стране по этим странам работать. Но они еще там умудрились сказать, что в Европе есть площади, там улицы, чуть ли Европа не просит там Кадырова, чтобы они дали разрешение назвать улицы, площади, парки в честь предателя Кадырова, что есть неправда. Поэтому идея с этим, с петицией, хорошая идея. Можно дальше обсуждать это и начать это. Я думаю, он имел в виду, которого убили чеченцев во Франции. Сейчас посмотрим. Ой, Алибек Джан Мурзаев, вот когда насчет пророка Мухаммада, его убили, а вы ничего не сделали. То, что надо, мы сделали. То, что можно было сделать. А что ты сделал? И кто ты, например? Я примерно знаю, откуда звучит этот вопрос, провокационный вопрос. Не надо людей здесь призывать к каким-то провокациям. Не надо.
не те люди должны задавать такие вопросы, которые стали рядом с российскими убийцами, которые убивали чеченцев, чеченский народ. То есть не вы вправе задавать такие вопросы. Вот что вы сделали с Путиным? Вы какое-нибудь проявили какое-то возмущение? Путин, который в 99 году сказал дважды: «Я буду с Аллахом воевать». Почему вы молчите? Почему вы ничего не сказали? А сейчас призываете к каким-то действиям, вы не осудили, вы не поддержали и так далее. Мы то, что надо, сказали. Если хочешь узнать, то посмотри на этом канале, в то время я об этом говорил. Да, дудаевцы, кадыровцы провоцируют. Вот именно провоцируют. Они говорят, почему Анзор, иди там, взрывайся в городе Грозном, поедь в Сирию, взорвись там, сделай что-то в Европе. Ну это же провокационные заявления. И где Генпрокуратура, где тот самый Путин? Почему нет реакции от них на эти призывы? Почему ничего не говорят, почему ничего не делают? То есть этому чудику дозволили говорить все, что угодно. Все, что бредет в его голову, хотя там внутри ничего нету. Вот. Не надо провоцировать нас, не надо провоцировать других людей. Шарпудинов. Анзор, ты видел, по WhatsApp гуляет ролик, где Хамбиев признался, что он... Да, я видел этот ролик. Мне прислали. Как-то там сделали. Видел. Но сейчас я об этом говорить не буду. Которые получились, которые послал. Анзор, что ты скажешь о чеченцах, которые получили российские, это Иса Мусаев пишет, которые получили российские паспорта, которые, по словам Ампукаева и Даудова, строят дома, инвестируют в Чечню 300 миллионов евро в год. Ну, я не знаю, про которых он говорит, если, может быть, про тех, которые как бы на них работают. Есть такие в Европе, их в разных странах их хватает, которые работают. Я вот буквально недавно сделал обращение на русском и английском языках именно по этим агентам. И это обращение запустили куда надо. Посмотрим, что будет. Алибек Джанмурзаев, я никого не провоцирую. Но если ты не провоцируешь, я очень рад. Но я в основном говорил в адрес тех, которые провоцируют меня лично, других чеченцев вообще, которые проживают в других странах, провоцируют каким-то действиям противозаконным. Да, они хотели бы, чтобы здесь чеченцы совершали какие-то преступления, чтобы чеченцев депортировали. Вот этого и хотят те Кадыровы, эти Даудовы и другие. Вот чего они добиваются. Поэтому нам нужно быть осторожными. И учитывать то, что даже в европейских странах у нас находится, скажем, половина численности нашего народа. Будьте осторожны. Аслан Шам,
Анзор, может, ты расскажешь Аслану Арцуеву и другим, что шариат — это закон Аллаха, и что если ты мусульманин, то и должен жить по шариату. Но так, по этому поводу, да, я слежу за ситуацией, и я вижу, кто как-то, придерживается религии, и я уважаю таких людей. И я бы сказал, чем говорить вот так, например, Господи, храни там эту страну или другую страну, да лучше скажи Аллаху Акбар. Вот. И вот эти, я там замечал, в комментариях пишут там, что шариатская Швеция или там другая страна, бородатые, там ваххабисты и так далее. Это все из одной конторы. Из одной конторы. Нужно быть очень осторожными с этими высказываниями. Это ярлыки российских пропагандистов. И такие личности, я не хочу быть рядом, становиться рядом с таким человеком. Для меня ближе тот, который говорит Алхамдулиллах, Субханаллах, Аллаху Акбар. Вот. Я имею в виду из чеченцев, из чеченцев. Так, кто-то, я удалю этот комментарий, но я его прочитал. Я сейчас до вас тоже доберусь. Ислам Таазабаев. Сейчас мы по курятнику тоже ударим. Вопросы про национальности, про территории какие-то, вот эти провокационные вопросы я прошу здесь не задавать. Я на них отвечать не буду. Я тут вижу, там ингуши уже такие вопросы пошли. Ингуши наши братья. Ингуши наши хорошие, самые близкие братья. Вот. И я не хочу делить нас и не буду никогда этого делать. Так что не задавайте мне тут такие вопросы. Провокационные вопросы. Так. Боже, храни Америку. Ну, пускай Бог Всевышний хранит все страны, но я сегодня занят своей страной. Сегодня своей страной занят и занимаюсь этими вопросами. Я не лезу в дела каких-то других стран. Да, будет хорошо, если будет мир во всем мире. Так, сейчас. Дудаевцы Хусейн Исхана Уэзихон. Уэйсон, я его с 94-го года знаю. Так. Ингушетия, Анзор, мы были, есть и будем братьями до конца времен. Так что, брат, наш ответ на невежество должен быть скромность и яздал. Аллах Рейсхульсоваш, вот именно про это и говорю. Нам нужно реагировать на вот эти провокации. Имеется в виду смотреть, быть начеку. И даже не отвечать на такие провокационные вопросы и так далее. Нас специально провоцируют. Ингуш — это мой родной брат. Он для меня родной.
сколько бы вы там, они не старались разделить нас, я не готов к этому. Валай, вайбежрибу, иншаллах. Валейкум салам. Тут недавно было видео, может, некоторые видели, сейчас, секунду, подождите. Недавно Ханбиев, Магомед, высказывался. Вот. И по этому вопросу я хотел бы так пройтись по этим моментам. Жим Соболь Девуш, подождите секунду. Ну вот это, я вижу их реакцию после всех публикаций здесь на канале, когда я начал осуждать оккупацию Чеченской республики Ичкерия, как российская армия начали убивать чеченцев, наших братьев и сестер. Вот когда я начал говорить на эту тему, то эти марионетки, эти предатели заерзали, запаниковали. И я уверен, они получили приказ от своих хозяев, от Кремля, от спецслужб России, чтобы они провоцировали меня, чтобы оскорбляли меня, и там, моих родственников, то, что они делают сегодня. Так вот, и я лишь могу как бы привести параллель с этой паникой, как бывает вот во время шторма, да, вот шторм начинается, и крысы бегают на корабле. Вот то же самое происходит, то же самое. Сейчас заерзали, забегались, там, и не знают, что делать, запаниковали. Появилась вот такая вот истерика у них. И начали брать вот этих личностей, которые критикуют их, и начали оскорблять их. Вот вы помните, вы видите, до чего они даже мерзкого дошли, когда начали в своих высказываниях вот так публично говорить вещи, которые нельзя было говорить в нашем обществе. Это происходит первый раз. Это первый раз. Именно ртами, вот грязными ртами вот этих предателей. Поэтому они запустили этого Ханбиева, чтобы он оскорблял меня, как бы тянул на свой уровень. До чего он только не дошел. Это человек в возрасте, намного старше меня. Он даже по чеченским обычаям, традициям не имел права вот так обращаться ко мне. Вот. Не имел права. И другой момент, что этими высказываниями этот Ханбиев, этот Даудов и все им подобные пытаются прикрыть свое предательство. У них это не получится. Не получится. Вот. На что они способны, только это оскорбление людей, их унижение. Да, они могут забрать родственников, давить на них. Вот, мы заставим их объявить кровную месть. Представляете, идут к родственникам матери, которого это вот тоже никогда не было. Не было. Это первый раз сегодня происходит. Вот. Идут туда и давят на них, чтобы они объявляли кровную месть. Вы помните, о чем я говорю. Это у нас первый раз в нашей истории. Так вот, Ханбиев, вот что я тебе скажу. Ты никак не можешь угомониться. Не я призывал к войне, не я говорил, что я воин, не я был командиром Национальной гвардии, и не я должен был строить армию, которая должна была сопротивляться российской агрессии, защищать чеченский народ, воевать против российских оккупантов. Так вот. Поэтому не надо прикрываться этим.
моим именем, очернять меня, что я якобы не был на войне. И тогда да ты прекрасно знаешь, где я был. И для чего я был. И что я делал, ты прекрасно знаешь. И ты прекрасно знаешь, что во время Первой российско-чеченской войны я принимал участие там во время той войны. Ты это прекрасно, хорошо знаешь. Ой, но ты не воевал на Второй войне, я тебе так скажу. Да, может, где-то ты как-то и участвовал в чем-то, но был далеко от войны. Ты был далеко от войны. Сейчас пытаешься прикрываться именем Аслана Масхадова. Да я тебе еще раз говорю, я тебе запретил называть его имя и называть его бывшим даже сторонником. Ты предатель. У тебя все признаки лицемера, понимаешь? Я тебе прямо говорю, прямо говорю. И еще, ответь мне по Дагестану, почему ты скрытно от своего президента отправил в Дагестан помощь, и хорошую вот такую большую помощь там Басаеву Шамилю, которого ты сегодня очерняешь и наговариваешь на него. Ну, его нет в живых, ты прекрасно это знаешь, и все это знают. Вот. Ответь нам, ты делал это или нет? Ты отправлял ему помощь или нет? Вот буквально недавно поймали двух людей, которые участвовали в этих событиях в Дагестане. Вот. Их поймали и посадили в тюрьму. И почему ты находишься сейчас, являешься членом этого, чего у них было? Единой России, стал единорогом после всего этого. Швартер. Так что мы ждем от тебя ответа. Почему других арестовывают, а ты находишься где-то там у них за пазухой? То я могу так, подумать, что ты и с тех пор имел связь и мог с тех пор работать на этот Кремль. Вот. Может, такой вариант. И ты не ответил по тем контейнерам, о которых я говорил. Ты прекрасно знаешь, что я называл твою фамилию, и вы очень хорошо проигнорировали это. Вы знаете, что вы хотели подставить президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова после того, как его убили, подставить следующего нашего президента Абдулхалима Садулаева, Далазат Побалдольсер, и подставить чеченский народ, используя вот эту провокацию, кремлевскую провокацию с этими контейнерами, с радиацией. Я про них говорю, я подчеркиваю. Вот. Ответь на этот вопрос. И еще там несколько моментов, я продолжу. Ты пытаешься принизить имя Аслана Масхадова, а также имена других героев чеченского народа. На что ты больше способен? На что ты больше способен? Что ты больше можешь сделать? Наговаривать на тех людей, пытаясь как бы принизить. Да ты сам себя уже принизил. Больше уже места нету. Ты опустился ниже плинтуса даже. Ниже плинтуса. Они погибли на Газавате. Еще раз говорю. Так, да, кстати, еще секунду, я кое-что вспомнил, Мухаммад. Я вам рты позакрываю сейчас.
Что тергли ешь хомщайцер, предатель. Я царить хомщишу. Вот слушай сейчас. Потом я переведу на русский язык. Тут единорог говорит, что единорос говорит, что якобы я не поехал к отцу во время Второй российско-чеченской войны, даже после того, как мой отец просил меня, как бы умолял меня приехать, будь рядом со мной, якобы так он говорил. Я сейчас отвечу тебе. А шеф, твой шеф, он начал эту фитну, и он это придумал 2 года тому назад. Он, еще раз я повторюсь уже конкретно, если вы это не сделаете, то я такое имя вам хорошее дам. Вот. Кадыров там говорил, что я слышал такую запись, где Аслан Масхадов ругает своего сына, что он требует, чтобы Анзор, я поехал домой к нему, стал рядом с ним, якобы просил меня приехать домой. И Кадыров говорил, что он слышал эту запись, и что у него есть эта запись. Кадыров, ты не мужчина. И не мужчина ты, Хамбиев, если вы эту запись не дадите нам послушать. Я вам 2 дня даю. Нет, почему 2 дня? Если у вас это есть, то выставите ее. Завтра выставите. Завтра. Дайте нам это услышать. Лжецы, лицемеры. Мунафик басайон еще. Вот так вот, Хамбиев. Не надо тут выдумывать и стараться там прикрываться, оскорблять. Вы не сможете, не сможете. Не получится у вас ничего. Если вас критикуют, если вы такие достойные, если вы такие мужчины, хотя это видно, что это не так, если вас где-то критикуют, то вы должны отвечать по этой критике. Нет, это не так, это вот так. Достойно вести себя в общении, в предъявлении каких-то фактов, а не так, чтобы вот там какие-то имена давать, опускаться на какой-то уровень, оскорблять кого-то. Нет, если вас критикуют, то говорите конкретно, что нет, это не так. А вы лезете к родственникам, вы там придумываете, что он такой, он сякой, он делал это, другое делал, он это сказал, оскорбляете его. Это ваш уровень, это ваш уровень. Какой Эрдушин? Лейш маюшу, тот Путин лейш маюшу. Цулил дойч мадуши шадига. Какой Эрдушин? Я вернусь к вам теперь. Элиф Эверин, Манзор им будет больнее, если ты будешь отвечать на каждое обращение Халуев их шефу, а на них даже и не реагировать. Ну, ты прав, понимаешь, ты прав. Я 100% поддерживаю твое мнение. И нет, знаете, когда у меня, вот я прямо скажу, честно скажу, почему у меня появляются эмоции, да,
я их сейчас показал, а потому что не то, что они что-то сказали, что-то высказали, что-то выронили из своего грязного рта, а я удивляюсь, как человек может позволить себе врать или позволить себе кого-то оскорблять. Вот чему я удивляюсь, что происходит, да вы что? Я-то давно уже ставлю диагноз этим людям. Людям, муне пкшук. Кого едуцан? Муне басайоган мою. Кам царгах, кам да цаум туар мадер. Одного даже хватило бы, когда Путин сказал дважды: если надо будет, я с Аллахом буду воевать. Так, и если они стали рядом с ними, то кто они? Кто они? Какое они имеют право кого-то чему-то призывать? Пускай самих себя призывают к чему-то. Тумсуаварк, правильно, так и есть. Аслан, ты молодец, что говоришь мне, Анзор, и держишь их в напряжении. Я их вообще когда-то, если вы помните, вы можете просмотреть эфиры, там старался не называть их имена, но когда они полезли с оскорблениями, потом с угрозами, я говорил об этом много раз, тогда я хорошенько дал им жару. Вот. Я скажу, когда я дал этого жару, в мае этого года, когда я даже сказал, что Кадыров не предатель. Старший имеется в виду. Нет, он не предатель. Он враг чеченского, был врагом чеченского народа. Понимаете? Вот оттуда и пошло все. Но сейчас там кто-то будет к себе это приписывать. Нет, это не так. У них не хватило мозгов просто подумать: так, лучше мы не будем трогать Анзора. А теперь тронули. Хотя до этого я 21 год занимался этими вопросами. Люди, которые знакомы со мной, знают меня, прекрасно помнят, чем я занимался, на каких конференциях был, кому, где, что там и так далее. Работал в информационной войне. Вот. Аллах видит все это. Джахар Свободила. Чечня не Россия. Мне интересно, кто ты. Я примерно знаю, кто ты. Но я тебе отвечу. Когда спросили у Джахара, что вы можете сказать о действиях Завгаева, то Джахар ответил, что не буду говорить про национал-подонках. Шуишвицер бен Кибал бац. Яшаш Джахарил хайкал е хитшун. Худуется. Джахар был самый лучший. Так, и хаттер лушло. Так, хажа, сенти лаву лойсва. Сенти лаву лойсва. Инца Боабона, если я сейчас на русском языке скажу, если они пошли и давили на моих родственников, пугали их, например, да, ради того, чтобы меня успокоить и так далее.
Или если они совершили такие акты, разные там преступления, их много, я сейчас перечислять не буду. Когда они бьют электрошокерами женщин, или бьют женщин, бьют стариков, мы что, молчать должны? Ты молчи, если хочешь, мы не будем этого делать. Это проблема, которую мы не можем игнорировать. И те люди, которые поддерживают вот это мнение, твое мнение, я с ними абсолютно не согласен. Я не говорю, что мы должны воевать, вот, вести вот эту информационную войну против именно них. Нужно, конечно, уже учитывать вот это, но главный виновник, да, в Кремле сидит. Но вот эти, которые, которым нам навязали, чеченскому народу, они коверкают вот эту историю, нашу чеченскую историю. Вот. Учат молодежь к совсем другим понятиям. Они истребляют наши родные чеченские корни. Это они делают. И ты говоришь, чтобы мы молчали, мы не будем молчать. Не будем. И никто не заставит нас замолчать. Ты молчи, если хочешь, но мы не будем этого делать. Name Nom Анзор слышал раньше о сайте Имам ТВ? Да, я слышал. Слышал лет 10 тому назад. Может 9-10, вот так. Исам Мусаев, Анзор, после деоккупации, если была бы возможность, что изменил бы ты в Конституции? Что больше подходит чеченцам, парламентское или президентское правление? Брат, я не знаю, знаешь, я сейчас не могу говорить такое, что я изменил бы. Конституция и все остальное оставлено нам великими лидерами, от Джохара и до всех остальных других наших лидеров, которые воевали против российских оккупантов и которые погибли во время войны, этого сопротивления. Поэтому я не знаю, как их уже поправлять. Парламентское или президентское правление, здесь уже народ должен решать. Народ должен решать. И умные головы встречаться, обсуждать вот такие разные вопросы. Чечня не Россия, Суаслани на Уаслун, если что. Захируко. Аслан Шам. Чеченцам подходит мусульманское правление, потому что чеченцы мусульмане, и второго не дано. Да, мы мусульмане. Алхамдулилlah, вайдулша. Но кроме мусульман на нашей земле живут и другие люди. Тоже, ну, конечно же, надо учитывать религию в первую очередь. Кто мы, наш народ. Василий Долгтрев, зачем им тело президента? Вообще убей, не пойму.
Ну, а я пойму, потому что с нами всегда воевала вот такие убийцы, варвары. И еще они смели кого-то называть террористов. Вот. И представляете, сколько таких тел убитых наших братьев и сестер, которых не выдают. Которых не выдают. Вот такой у нас враг. Тим Вольфберг: нападками на родственников они пытаются отдалить от себя день от их конца. Поэтому и так паникуют, прибегая к абсурдным действиям. Они настолько тупые, что не понимают, что только усиливает гнев людей. Вот именно. Я вижу этот гнев сегодня. И все вот происходит очень быстро, вот эти последние события, все так быстро идет. Я думаю, что это к чему-то и идет. Видимо, они уже прошли вопрос фильтрации от Всевышнего Аллаха. Вот. И, может быть, это уже почти день их конца. И тем самым вот нападками на родственников, чтобы они делали какие-то громкие заявления, или же нанимать киллеров, там, отправлять в другие страны, совершать эти преступления, убивать своих критиков. Вот. Этим они как-то пытаются удержаться от этой позорной должности предателя. И это не поможет, потому что люди знают, кто они, что они делали, и видят их действия. Тим Вольфберг: походу все чувствуют, что надо что-то делать. Давно надо, брат Тим Вольфберг, давно надо. Я не устану. Если хотите, я вам каждому могу в дверь стучать. Я буду стучать в эту дверь и призывать своих братьев. Ну давайте вместе, давайте, встаньте рядом, встаньте. Цагошу на царливошты. Вы что, не видите, что происходит? Они перешли все границы. Кайхуда дезвы. Мы что, должны сидеть в своих домах, квартирах? Нет, нужно из виртуальной жизни переходить как в реальную, встречаться или будь даже виртуальной, в сети что-то пытаться делать. Но сегодня нужны вот эти сторонники, нужны вот эти патриоты. Сунавиш на этого в достаточном количестве жбать. И штырдос бамбуса на остров. Тишми больше, вежри больше. Но шталдук. Был бы безвы, был бы без. Салам алейкум, Анзор. Сегодня арестован Саакашвили. Алейкум салам, брат. Нохчо пишет. Сегодня арестован Саакашвили. Америка заступится за него. Я думаю, заступится. Мистер Б. Анзор, как настоящий сын президента, беспокоится за тела наших братьев, так же, как и за тело отца и нашего президента. Для меня они все одинаковые. Эти тела, которые они не выдали нам, не дали захоронить, эти наши братья и сестры, они для меня все одинаковые. Это наши родные. Так, если я буду сегодня говорить только за своего отца, например, это будет неправильно. Неправильно даже. Я не делю, никогда не делил и не буду делить тех наших братьев и сестер, которые отдали свои жизни в борьбе против российских оккупантов. И сегодня я не хочу никого делить, я не хочу делить.
хочу. А наоборот, призываю, чтобы все были вместе. Ассаламу алейкум. Есть вариант писать вопросы в эфире, типа донат. Да можно и так писать, без проблем. Пиши, если буду успевать, то я отвечу, иншаллах. Как найти? Анзор, и ты говоришь о Барт, и Аслан говорит о Барт, но я вас обоих упрекаю за то, что из-за гордыни не идете на сближение. Который Аслан? Мы о Барт говорим давно. 10 лет тому назад, когда я обратился, сделал такое заявление, обращение к нашим соотечественникам, к нашим братьям и сестрам, то я увидел такую нехорошую реакцию от таких людей. Я называть сейчас имена, конечно же, не буду, но очень некрасивую реакцию. Это поведение. Что только они там не выдумывали, под разными именами заходили, писали, то есть спровоцировали. Ну, я увидел, что наши люди не готовы к единству. 10 лет тому назад это было. Вот. А теперь тоже продолжаю призывать к этому. И я буду, вот как я говорил ранее, стучать в каждую дверь. Я сделаю это. Я буду стучать, вот увидите. И, кстати, вот такой интересный момент. Я буквально недавно думал, я хотел бы обратиться к своим братьям. К братьям я сейчас некоторые фамилии, может, назову. Братьям и сыновьям наших героев, начиная от Джохара Дудаева. Потом, да, у нас был Зелимхан Яндарбиев, и все наши другие президенты, командиры. Например, был такой мужественный человек, Али звали его, но все его знали как Ламбада. Его близким людям, у таких Камадашаев, у Малт, я не знаю, если у него сыновья или нету, но мне хотелось бы пообщаться с ними сегодня. С сыном Гилаева, например, со всеми ими, сын Вахи Арсанова, например. Я хочу с ними пообщаться, поговорить с ними. И сейчас я в этом эфире не буду говорить что да как, а так у меня планы есть, идеи тоже есть. И хочу попросить, чтобы они со мной связались. Я есть в Фейсбуке, я есть в Инстаграме, вот, и готов выйти с ними на связь. Ибраим, не Аслан, а Анзор. Сейчас найду хорошее намерение, объединение. Давай тобой, давай тобой, Масира. Мы должны идти к этому. Вот я сейчас называл фамилии, говорил про сыновей этих наших героев. Вот. И с некоторыми у меня были общения, и это хорошие люди, хорошие братья. И поэтому я хотел бы сейчас поговорить на некоторые темы.
И сам Мусаев, это очень правильное решение. Ну, ты про то, что, наверное, сейчас сказал, да. Я сломаю со своей стороны, я сделаю все, чтобы сломать хребет этим пропагандистам Кремля, марионеткам. Увидите результаты. А вот все вместе с этими сыновьями тоже посмотрим. И сам Мусаев, Анзор, ты сказал, это будет суд. Считаешь, есть у них шанс дожить до суда? Откуда я знаю? Я не знаю. Я не знаю. Но опять же, я не призываю к каким-то действиям. Пускай суд разбирается. Как найти, я не знаю, и насчет Барта, много говорите о Барт, ну это кому обращение интересно? Так, про противостояние Анзор, фильм «Противостояние», где можно посмотреть? Есть такой сайт, как он назывался, наподобие Ютуба. Напомните мне. Я его туда заливал еще лет, я не помню, лет 12, что ли, назад, 11. На этом сайте можно в поисковике поискать «Противостояние», «Низам ТВ», вот так, «Низам Продакшн» написать. Этот фильм я делал, кажется, в 2004 году. Документальный фильм. Башир Тупчиев. Анзор, и вы... Первая чеченская война началась из-за Дудаева. Не чеченская война, российская чеченская, русско-чеченская война. Война не началась из-за Дудаева, а вот из-за Лобазанова, возможно, началась, потому что он был на стороне российских оккупантов. Вот. Дудаев, наоборот, призывал к миру, решить все вопросы, эти важные вопросы мирным путем. Призывал к встрече Бориса Николаевича Ельцина. То есть российская сторона, Россия навязала чеченцам войну. Вот как это было. Так. Citizen of Ичкерия. Анзор, «Цена свободы» — это другой фильм. Да, кстати, я сделал и этот фильм «Цена свободы». Тоже там же можно найти. Вот, ну, не помню, как он назывался сайт. Vimeo.com.
Вот там все это можно найти. Там есть, кстати, преступления российских оккупантов, как они убивали чеченцев. Вот все эти ужасные кадры я туда заливал еще в то время. Бергман. Анзор, валлаха, это наша самая большая проблема сближения и работать против нашего общего врага. Может, вы, публичные люди, как-то начнете, а за нами дело не станет. Ну хорошо, если я так скажу, я могу прийти в любое место. Я могу это сделать. Ну давайте встретимся, например. Давайте какой-то реальный шаг сделаем. Я не говорю, чтобы там какую-то революцию здесь делать. Нет. Нужно работать сначала, пробить эту информационную волну. Вот. Чтобы люди почувствовали вот эту свободу, что мы можем это говорить. И показать, что мы можем и будем это говорить. И гайт мадизвай. Я готов встретиться, я готов обсуждать, я готов быть рядом, быть готов. Не нужно, и еще тут очень важный момент, нужно сторониться таких людей, которые вот используют вот эти кремлевские ярлыки, ичкерийцы, ваххабисты, жамаатчики, что там еще, бородатые, не бородатые. Они такие, они закаевцы, они идиговцы там, или там сараляповцы. Ну так, как есть, это уже говорю. Кто это говорит, то тот опасный человек. Нельзя, не нужно следовать этому пути, которому нам направляет вот эта кремлевская пропаганда. Надо сторониться от этих ярлыков. Сейчас, секунду. Тут меня... Анзор, ты слышал, что 9 октября намечается митинг, как говорят, в Страсбурге? Нет, я пока не слышал это. Кавказ я не понял насчет этого. Про Кадырова, Ахмата Кадырова, Адам, агент ФСБ. То есть я вопроса не понял. Тут слава Самоси, Анзор, валикум салам. Счастлив видеть и слушать снова тебя. Ты делаешь все правильно. Пусть Аллах поможет тебе и твоим братьям-чеченцам. Я благодарю тебя, брат. Спасибо, брат Аллах. Но я еще хотел бы сказать, может, не все правильно делаю. Вы можете корректировать меня. Я могу слушать критику, совет, могу слушать. И если я что-то неправильно сделал или что-то неправильно сказал, то я извиняюсь за это. Адам, кличка Ахмата. Ну это да, я знаю, Василий Долгорев, я это понял. Он имел эту кличку еще с тех пор, когда он начал учебу в Бухаре, еще с тех пор носил эту кличку. То есть, когда он работал на ФСБ, был агентом КГБ.
Кавказ спрашивает, правда ли Ахмад Кадыров был агентом КГБ. Да, это правда. Он это признавал в Грозном, когда собрали всех командиров, все наше руководство, и перед ними он выступил и признался, что да, действительно, в то время он работал на КГБ, потому что ему надо было работать, потому что он хотел учиться в Бухарском университете. Вот. И как мы видим, он пошел до конца этой линии. Оказывается, работал на ФСК, на ФСБ. Он честно работал, получил медальку Герой России. Non-Russian. Ахмад Кадыров говорил еще, что его предки были донские казаки. Да, он это говорил в своем интервью. Я даже видео делал по этому поводу и показывал ссылку, где именно он это говорил, и кому он это говорил, и на какой встрече он это говорил, где Ахмад Кадыров признавался, что у него корни казаков, донских казаков. Какая разница? Ну, я имею в виду, что не чеченец. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, я сейчас дойду до конца. И скоро уже пойдем, а то уже давно. Бергман, Анзор, имея в виду вас, публичных людей, не обязательно встреча, можно по видеоконференции вам, и не обязательно разглашать все не раз и не два, а часто переговорить, и с помощью Аллаха результат будет. Я уверен будет, если будут такие шаги. Я сейчас многое не говорю на публику, и я знаю, и почему я не могу это говорить. Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны. Наша земля оккупирована. Там сидит режим, который совершает эти преступления. Вы прекрасно знаете. Поэтому я многие вещи открыто говорить не могу и не буду говорить. Но и я и раньше в эфирах говорил, что призывал и блогеров, и активистов, и тех людей, которые могут, хотят работать в этом направлении. Давайте работать. Юг, Кавказ. Анзор просит повторить, это анонс был или это призыв к сыновьям. Я скажу,
Я думал, это анонсом будет, но получилось так, что это был призыв к сыновьям наших героев. Да, я знаком с некоторыми, общался с ними, и мне нравилось это общение, и нравится это общение. С несколькими у меня есть все еще связь, но с другими я наладить пока не могу, потому что я не знаю, в каких странах даже они находятся. Вот. И мне очень хотелось бы поговорить с сыновьями наших героев. У нас есть что обсудить, и у меня есть что им сказать. Вот что я хотел бы им вот так сказать в эфире. И еще раз повторюсь, что раньше, как и раньше, я говорил, что я не пытаюсь делить сыновей их, других. Для меня все одинаковые, вы мои братья. Но я хотел бы, у меня есть кое-что им сказать. Борс Масхадову предлагали убрать Кадырова, так как знали, что он агент. Но Масхадов отверг это, сказав, что народ не поймет, так как он являлся муфтием. Да, можно так и сказать, что если бы Масхадов убрал бы, захотел бы так раз убрать, то против этого были бы многие. И в народе волнение было бы, и среди командиров даже. То есть вообще расшатали бы эту ситуацию. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Шамиль Сардава, ва алейкум ассалам, алхамдулиллах, дикдушадига. Ну что, до того, как закончить эфир, я бы еще раз хотел повторить тем подручным Кадырова, которые там пытаются оскорбить меня, пытаются оскорбить других. Не ведите себя так мерзко. Не ведите себя так мерзко. Вы не маленькие, вы не дети. Я посмотрел последнее видео, кусками так посмотрел, и просто отвращение вызвало. Я про видео Хамбиева. Вот. Молил ли Хомаш Хаздац. У вас есть семьи, вы должны заходить домой, стать перед их глазами. Вот как вы можете после всего этого? После всех этих высказываний, оскорблений других людей, да это вообще недопустимые оскорбления, как бы там вы на что-то не намекали. Хаздоцу молил ли. Ведите себя чуть-чуть хотя бы достойно. А то, что уже сказанное, с Кадыровым все понятно, он через неделю не появился, и теперь его изречение, если он что-то там будет говорить, то знаете, как я это буду воспринимать? Бывает вот колокольчик, дзынь-дзынь, звенит. Вот так буду воспринимать это. А теперь Хамбиеву дал 3 дня. У тебя там 2 дня только осталось
Магомед Хамбиев. Ну, сделайте этот шаг. Я вас призвал, конкретно призвал. Почему вы это все проигнорировали? Я тебе в начале этого эфира задал такие вопросы. Не отходи от тех вопросов про Дагестан, где ты помог Шамилю Басаеву. Ведь для Единой России он же тоже был террористом. Вот. И давай отвечай, говори. И в своих передачах вы говорите, что я поддерживаю Шамиля Басаева. Вот я еще интересный момент хочу сказать, что я поддерживал или поддерживаю там Шамиля Басаева. Знаете что? Я, может быть, ярый критик Басаева. Я, может быть, самый недовольный Басаевым. Может быть же такое. Да, я критиковал, публично критиковал действия Шамиля Басаева. Это можно найти в интернете даже. И вы это прекрасно знаете, вы это читали, Хамбиев. Так, и все равно, лишь бы что-то сказать, вы что-то вот такое высказываете, говорите. Да, я критиковал Басаева. Потому что где-то имел, считал, что имею право. Но знаешь что? Басаев воевал и погиб на войне. И также погибли другие, которых ты пытался, Хамбиев, принизить. Аслан Масхадов воевал против российской армии. Погибли и другие. Гилаев тоже погиб. Так, Ваха Арсанов, твои друзья, убили его в Хосиюрте вместе со своим сыном. Ты это прекрасно знаешь. Массо далдейхал бойлюш. Далдейхал бойлю. Но я просто сделал такое решение, что я больше, я это уже публично говорил, что я больше никогда высказываться в их адрес, чьи фамилии я еще сейчас называл, и фамилии других наших воинов, героев, я их больше критиковать не буду. Не буду. Где вы видели, чтобы они-то явные преступники были, которые убили сотни тысяч людей, чтобы Россия когда-то критиковала Шаманова, этого бандита, или критиковала там Пуликовского, тоже с того же места он, или там Куликов, Грачев. Вы когда-нибудь видели, чтобы они критиковали их за войну, за убийство чеченского народа? А тут, чтобы я поливал грязь против героев чеченского народа, не дождетесь. Не дождетесь. Они говорят, что вот я якобы защищаю врагов Аслана Масхадова. Они любят это говорить. Они были рядом с ним во время войны. Они не сбежали, как сбежал трус Хамбиев. И еще раз повторюсь, до того, как закончить этот эфир, напоминание, Мухаммад, именно тебе. И, может быть, мне уже надоело с вами цацкаться, и больше я не хочу никаких реакций на вас делать. Вот, просто напомню. Вы говорили, что у вас есть запись моего отца, где он меня ругает, он якобы требовал от меня приехать домой, там, очень сильно ругал меня. Если вы мужчины, покажите мне вот завтра, 2 октября. Мой отец никогда так со мной грубо не разговаривал. Да, он ругал до 99-го года. А когда война началась, у меня была с ним связь до конца, от начала и до конца. У меня очень хорошая связь была. И твой брат Умар, он знал это, и я уверен, он тебе рассказывал это. У меня с ним была связь со своим отцом, и я знал мнение отца, я знал мнение даже муджахидов наших.
И чтоб ты там не говорил, что я там уехал, или чтоб вы, чудики, не говорили, что я не был рядом со своим отцом. Я делал все, что говорил, указывал, приказывал мне мой президент. Если он сказал, сделай это, я поехал туда и сделал это. И твой брат это знал. И ты это тоже прекрасно знаешь. Поэтому я пошел до конца. А ты струсил и сбежал. Встал рядом с убийцами чеченского народа. Таких людей везде, все люди, независимо от национальности или религии, все считают, такими людьми считают предателями. Вот. Я все сказал насчет тебя. А теперь пару минут и уже пойдем. Кояне Скаци, Анзор, у вас завидное спокойствие всегда. Но я верю в Аллаха, что Аллах будет судить всех правильно, я это знаю, справедливо, за плохие, за хорошие деяния. И никуда нам всем от этого не деться. Вот оттуда и спокойствие. Да, они пытаются там спровоцировать в чем-то, что-то сделать, но не смогут. Теперь я буду по-другому. Ну вот именно, Элиф Эверен, скажи им, Анзор, что самый худший из нас намного лучше самого лучшего из вас, предатели. Да, ты прав. У меня сегодня такая мысль тоже была. Вот, представить самого плохого, да, человека, и этот самый плохой человек лучше тех этих предателей. Получается вот так. Саудовскую Аравию, Мухаммад Хасан. Ну, давай я не буду отвечать на этот вопрос. Я был в Саудовской Аравии на хадже. Иншаллах, я сейчас закончу с вопросами, дочитаю до конца и уже пойдем. Так, хорошо, мои братья и сестры, мне было очень приятно читать вас. Было бы хорошо, если бы мы друг друга видели бы или хотя бы слышали. Но все будет хорошо, иншаллах. И давайте еще раз, вставайте, рядом вставайте с людьми, которые работают, активно работают. Нам нужна ваша помощь. Я уже открыто это говорю. Нам нужна ваша помощь. Для общего дела. Валлахи, если мы что-то не сделаем сегодня, мы потом можем пожалеть. Я не призываю к чему-то, каким-то противоправным действиям. Нет. Давайте вместе. Массобу Салтагу Аллах Алаш. Еще раз спасибо. Аллах Рейс Масана. Я еще раз благодарю вас. Иншаллах, скоро увидимся. Будем в эфире. Будем работать. И давайте вместе работать. Аллах Рейс Масана. Бюстегал Машмасира.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.